Когда я училась в школе, я мечтала быть модельером. Я ходила на курсы кройки и шитья, научилась очень хорошо шить. Первый мой заработок, он был, когда я училась в 4 классе. У нас в школе был такой предмет – общественно полезный труд. Мы готовили заготовки для пошива мешков хозяйственных. И за, не помню, неделю или 2 я заработала 11 рублей. Для того времени это была такая достаточно большая сумма. Но эти деньги я отдала маме в семейный бюджет. В банк я попала, можно сказать, случайно. На тот момент моя первая дочка уже подросла, пошла в садик, я начала искать работу. Работу искала не в банковской сфере, потому что считала, что чтобы попасть в банк, нужно иметь какие-то связи, деньги. И пыталась найти работу где-то такой обычной, да, в частном секторе. А в банк принесла резюме, потому что моя близкая подружка позвонила и сказала, что открывается замечательная программа по микрофинансированию от Европейского банка реконструкции и развития, и стоит попробовать. Надежды было, конечно, не очень много, что я смогу туда попасть, но я попробовала. Вспомнилась одна смешная история, и был у меня один очень сложный клиент. Он был очень капризный, требовал всегда к себе максимум внимания. И у него было очередное погашение. Банк уже закрывался, а клиента все еще не было. Лишний раз его беспокоить никто не решался. И вот я как руководитель решила позвонить ему и узнать, когда же он придет и погасит очередной платеж по кредиту. Но он опоздал где-то на полчаса, приехал весь очень важный, как всегда зашел, все его встречали, провожали в кассу. И вот я его сама проводила в кассу и оставила с кассиром. Он достает из пакета коробочку, такую из-под торта, вафельного торта, и передает кассиру. Кассир, которая у нас привыкла работать с разными категориями клиентов, и с VIP-клиентами, как он, и с простыми клиентами, которые торгуют там на базарах, и часто приносят деньги во всевозможных там и пакетах, и коробках, и так далее, она поняла, что эта коробочка с его платежом, с его взносом, и начала усиленно эту коробочку вертеть, пытаясь ее открыть, чтобы посчитать деньги и принять платеж. А при этом сам клиент был очень удивлен. Он принес ей просто маленький презент за то, что он задержался и заставил себя ждать. Думал, что она этот тортик скушает когда-нибудь с чаем. И был очень шокирован и удивлен, почему же она сейчас хочет его скушать, а не ждет его с деньгами. Вот. То есть была такая заминка, она не могла понять, почему я не могу открыть эту коробку, где столько денег, а он не мог понять, почему она хочет пить чай, когда я стою тут с платежом. Но мы потом долго смеялись над ними. Мне очень повезло в жизни, потому что у меня работа, которую я очень люблю. Я получаю на работе все то, что, наверное, мне необходимо. Я получаю общение с коллегами, я получаю общение с новыми людьми, с клиентами. Я могу также побыть одна, поработать с бумагами, что-то проанализировать. И моя работа очень разносторонняя и приносит мне очень много положительных эмоций и удовольствия.